В Уфе прошел третий бал выставка научных достижений молодых ученых. Его участниками стали деятели науки ведущих организаций Башкортостана. Они не только представили свои разработки, но и закружились в танцевальных ритмах XIX века. О том, как это было, расскажет Алексей Медведев. Эта пара, казалось бы, профессиональных танцоров на самом деле уфимские ученые. Лилия Хусаинова занимается металлокомплексным катализом. Роман Халитов – составлением Красной книги почв республики. Они познакомились на занятиях по подготовке к балу. Мы нашли для себя, вот кроме научного языка нашего общего, мы нашли еще новый язык для себя. Язык танцев, язык движений, язык музыки. Все это нас объединяет и дает какой-то новый импульс и вдохновение для будущих наших научных свершений. Участниками бала стали более 200 человек. Это ученые, преподаватели и научные сотрудники ведущих вузов и институтов Башкортостана. Под живую музыку они танцевали полонез, польку и различные виды вальса. По словам организаторов, такие профильные мероприятия набирают популярность в республике. Бал начинался с того, что сами ученые выразили интерес к участию в этом мероприятии, поэтому работать с ними – это большое наслаждение. Это очень подвижные люди, которые постоянно идут за своей идеей. Мероприятие проходит уже в третий раз, и участники каждый год тщательно готовятся к балу, посещают уроки хореографии, ищут подходящие костюмы, обсуждают с организаторами свой образ. Я в восторге от этой атмосферы 19 века, погрузиться в нее только в радость. Мы выбираем картинки из модных журналов 19 века и пытаемся создать точную копию или хотя бы очень похожую. Мне нравятся платья, эти 19 века, прически, макияж, тоже специфика такая. Цель такого светского раута – не только общение. Здесь же была представлена выставка научных работ молодых ученых. Проект получил грант президента России в размере почти 400 тысяч рублей. Этот грант, он образовательный проект в какой-то степени. Но мы не просто обучаем молодых ученых танцевать. Здесь они участвуют в конкурсе научных работ в 4 различных направлениях. Это биология, химия, физика с механикой, а также социология с историей. В каждой из номинаций было определено по одному победителю. Они получили денежные призы и ценные подарки. Организаторы надеются, что мероприятие пройдет и в следующем году и приобретет еще большие масштабы. Алексей Медведев, Азамат Даянов, Вести, Башкортостан.